Двор 44-го дома по проспекту Бумажников заметно преобразился. Более 3000 квадратов асфальта по всему периметру многоэтажки. Ровные тротуары, зеленая зона и детская площадка. Все это благодаря активности жильцов. Они провели собрание и сами заявились в программу комфортной среды. Соседи, вот почему, да как это так случилось, что вам сделали, а нас, вон посмотрите-ка. Так работать надо, у них тоже ТСЖ. У нас, видите, у нас собрался костяк такой, что работаем мы, люди довольны. Ранее за счет средств ТСЖ во дворе дома заменили светильники, обустроили дренажные канавы. И работы по благоустройству продолжатся. Завтра там установят кованую скамейку, на очереди озеленение пешеходного бульвара. В прошлом году в рамках комфортной городской среды здесь был организован пешеходный бульвар с детской площадкой. Здесь еще до сих пор у нас работы ведутся по озеленению и будут вестись. Мы не бросаем эти объекты, в том числе и жители поддерживают. Новые асфальты во дворе 23-го дома по улице Слободской, а рядом отремонтированная пешеходная дорожка. Пожилые люди и мамы с колясками теперь уж точно спотыкаться не будут. В 2018 году уже пошел гораздо больший объем заявок в муниципальных образованиях. Народ уже стал понимать, видеть результаты реальные, которые происходят в их населенных пунктах, в их городах, поселениях, селах. И начали уже более активно и благожелательно относиться к этому. В программу формирования комфортной городской среды попали 2 общественные территории и 4 эжвинских двора. На большинстве объектов благоустройство и ремонт завершены. Идет приемка работ. Действительно, спрос на программу вырос, если можно так сказать. Люди видят, что соседние дворы ремонтируются, общественные территории ремонтируются, приходят и спрашивают, а как нам попасть в эту программу, что надо сделать? То есть, если раньше люди думали, что достаточно просто написать обращение в администрацию и больше не делать ничего, сейчас они понимают, что надо провести собрание, проявить инициативу, выйти на субботник, то есть сделать от себя какие-то первые шаги, чтобы потом шаги от себя сделала администрация и эту дворовую территорию в программу включила. В программу формирования комфортной городской среды в этом году попали 45 муниципальных образований. На благоустройство и ремонты заложено 217 миллионов рублей. Из них 118 – средства федерального центра и республики, остальное добавляют местные бюджеты. У Минстроя заключен договор с Минстроем России на 3 года. Мы, к сожалению, в этом году федеральных денег получили немножко меньше, чем позапрошлом. И поэтому наша задача, чтобы Минстроя, чтобы деньги на следующий год были выделены в полном объеме, как в позапрошлом году. Еще одна задача – расширить географию. Под действие программы попадают 164 населенных пункта республики. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Эжвинский район.